Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, сегодня у нас полнолуние, и сегодня будет отсыпочка на такую тему. Какая правда, какая тайна, какой секрет откроется вам в полнолуние? Все тайное обязательно станет явным. Загадайте, пожалуйста, на себя, на то, что происходит с вами в вашей жизни, на те секреты и загадки, которые не дают вам покоя. И если Вселенная позволит, я отвечу. Ну что, мои хорошие, давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Отсыпочка готова. Тут так много информации повыходило, аж глаза разбегаются. Ну, давайте начнем, наверное, с этой дамы. Тут дама из Нотр-Дама. Какая-то женщина пытается сломать кольцо, вернее, как-то разомкнуть его, да? Разорвать. И вы знаете, с таким остервенением она этим занимается, что уже и к собственной жизни потеряла интерес. Да? Очень похоже на разрушение брачных уз, семейной связи, разрушение дружбы еще может быть, да, потому что кольцо у нас не только как обручальное, да, не только любовь, семья, это может быть и дружба, и служба, и творчество, и какие-то деловые связи. Вот, пытается разорвать. Это кольцо ей прям глаза мозолит. Так ей хочется, чтобы вы с кем-то перестали взаимодействовать, перестали быть вместе, там, любить друг друга, перестали сотрудничать, там, поссорить вас с кем-то хочет, что уже берега просто поплыли у нее перед глазами, и днем, и ночью только лишь об этом думает и предпринимает всякие действия. Начиная с того, что там может настраивать, оговаривать, фальсифицировать. Также, возможно, какими-то обрядами стала увлекаться, либо даже к каким-то магам ходит, чтобы заказать, да, рассорку, разлучную сделать. То есть для нее это прям как смысл жизни с кем-то вас разлучить, причем разлучить навсегда. Почему она это делает? То ли она ревнует, то ли она завидует, а то ли она себе хочет человека утянуть. Понимаете, вы разные. Отсыпка, к сожалению, общая, поэтому может и так отыграться. Да? Я стараюсь дать вам все варианты. Вот то, что мне идет информация, я стараюсь вам все это передать. Вы уж там сами думаете. Женщину эту вы хорошо знаете. Либо вот эти проблемы, которые начались у вас в отношениях, да, вы прям интуитивно чувствуете, откуда, да, кто это, зачем это, да, вы догадываетесь, либо уже конкретно знаете. И да, это факт, это правда. Ваша интуиция, ваше умение предчувствовать, ваш гибкий разум вас не подводит. Это именно эта женщина и именно пытается разрушить. У нее это уже, как я говорила, пунктик, да, смысл ее жизни, ее существования абсолютно уже забила на себя и в плане там личной жизни, и в плане здоровья. Нет, если она вот мужчину хочет вашего себе, то на личную, конечно, жизнь не забила. Но если она пытается вас с кем-то рассорить, развести, разлучить, то да, даже ничем не занимается, кроме вот этой темы, да, вас с кем-то разлучить. У нее какие-то переменные успехи, как я вижу. Своей цели она никак достигнуть не может и, скорее всего, не достигнет. Достигнуть цели она может лишь только в одном случае, если вы ей поверите, да, либо вы поверите в то, что этот человек вам не нужен, что этот человек там против вас что-то делает, замышляет, либо там придумывает. Вот. Только лишь вы можете разорвать это кольцо. Если вы не хотите, кольцо не разорвется. Даже, там, знаете, она там обделается, да, костьми ляжет, не разорвется кольцо. Но если она вас убедит, либо кого-то
убедит, и человек будет вам рассказывать, да, тут же могут быть и посредники, она же может и через кого-то еще лезть в вашу постель, либо лезть в вашу дружбу, то кольцо точно разорвется. Вот. Ни в коем случае не поддавайтесь ни на какие провокации. И, кстати, если она магией промышляет, да, у вас могут быть такие желания, да, что вот раздражение может идти на человека. Не поддавайтесь, боритесь. Любой ценой кольцо это сохраните, что бы это ни было. Любовь, семья, дружба, деловое общение, да, ни в коем случае. Вас могут даже и с работы выживать на самом-то деле, да, желая занять ваше место, либо желая продвинуться по карьере. Да, могут выживать, а у вас, например, с начальником хорошие отношения, вы в кольце находитесь, а вас настроят, там, напугают, настроят, да, против начальника, против компании, в которой вы работаете. Вы скажете: ой, я увольняюсь, меня здесь не любят, меня здесь не ценят. Да? Вот такое тоже может быть. Либо там мужа начнете своего подозревать, либо муж жену начнет подозревать. Да? И люди могут расстаться. Боритесь с этими ощущениями. Любой ценой нужно выстоять. И тот, с кем вы в кольце, этого человека берегите. Наоборот, сплочайтесь еще ближе. Эта женщина не должна победить ни в коем случае. Потому что если она победит, то вы не только проиграете, но вы и лишитесь. Лишитесь кого-то родного, доброго, да, кто любит вас, кто положительно на вас настроен. Ни в коем случае. Дальше, мои хорошие. Вот кому-то снятся сны. Сны, от которых, возможно, вы уже устали, вы не понимаете, что от вас хотят, что за сны. Сны могут быть разнообразные, и цветные, и черно-белые, и приятные, и не очень. Вам могут сниться живые, вам могут сниться мертвые. Вообще мне идет, что вы во снах путешествуете. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь, да, мне идет, что вы путешественник. Путешественник между мирами, между пространствами. И, скорее всего, возможно, у вас всегда была эта способность, но что-то ее прям очень сильно активизировало в последнее время. Что может активизировать? Стресс. В первую очередь стресс. Во вторую очередь влюбленность. В третью очередь даже какие-то болезненные состояния. То есть когда вы путешествуете между мирами, вы и исцеляетесь, либо ищете, да, для себя подсказки, варианты, как исцелиться. Также могут быть какие-то травмы, последствия травмы, несчастные случаи. И, в принципе, да, может быть очень сильная усталость. Ну, опять же, усталость равно стресс. Да? Организм в стрессе находится, мозг в стрессе находится от того, что там и усталость, и там куча проблем нерешенных. То есть что-то активировало вашу эту способность ходить между мирами, летать между мирами. Это не страшно, это нормально, это часть вашего пути, это часть ваших способностей. Да? Возможно, вы способны на большее, может, вы и наяву можете между мирами ходить, но просто вы еще об этом не знаете, вы этого не попробовали. Пока у вас вот во сне это происходит. Сказать, что это какие-то плохие знаки, нет. Нет, это не плохие знаки. Вы путешествуете, вы видите то, что может принести вам пользу, что может натолкнуть вас на правильные мысли, что может дать вам подсказку, да, хорошим подспорьем бы для вас. Люди во снах вам могут что-то говорить, там, животные как-то могут себя вести, ну, смотря что вам снится. Через сны вы можете получать, да, очень важные сигналы, предупреждения, как даже подтверждение там, правильности вашего пути, вашего выбора, ваших действий. Поэтому, в принципе, как по мне, это не наказание, а наоборот, это особая привилегия, особая паранормальная способность, да, которой вы владеете. И еще, вот мне почему-то идет информация сейчас про какого-то человека, у кого вот-вот это должно начаться. Да, вот какие-то необычные сны. Как будто бы вы и не спали, но смену отработали, да, либо так много путешествовали, что даже немножко устали. Это нормально, не пугайтесь. Это не значит, что вам нужно идти там к психиатру, да, что это какая-то шизофрения началась, либо какое-то заболевание ментальное. Нет. Это часть вашего пути, это часть вас. У вас кто-то в роду тоже был путешественником. Такие силы, они обычно именно в крови, да, по крови передаются. Поэтому, может быть, там бабушка, дедушка, там кто-то прабабушка, может и мамочка ваша, да, папочка, кто-то мог вам об этом говорить, и да, человек тоже мог не понимать, что с ним происходит. Но вот мне идет, что вы путешественник. Вы путешественник.
Со временем вы поймете, что происходит. Со временем вы научитесь это контролировать или вызывать по желанию. Да? Это все придет со временем. Какого-то определенного туториала, да, инструкции нет. Потому что у каждой это индивидуальность, у каждого своя особенность. У кого-то больше способностей, у кого-то еще больше способностей. Поэтому, поймите правильно, да, с вами все в порядке. И ничего плохого не происходит. Так, еще я вижу рядом с вами, знаете, скажем так, есть человек, как между двух огней, да, вы один из этих огней, а другой, смотрите, вы как светлый огонь, а другой как темный огонь, да, два разных человека. Между вами стоит человек, который не является огнем, но у которого еще совесть есть. И этот человек смотрит на вас постоянно какими-то уставшими и очень грустными, виноватыми глазами, потому что этот человек знает правду. И в этом человеке сейчас именно борются две сущности. Добрый ангел и демон, да, они борются. Потому что у человека душа еще не прогнила, либо не прогнила до конца. И этот человек что-то знает о чем-то плохом, о том, что замышляется, о том, что готовится, либо о том, кто виноват, кто там что сделал, да, он знает, либо она знает. И человек хочет вам сказать, но стопорится в этом плане. То есть, может быть, боится ответственности, а может боится, что это черный огонь его потом сожжет, да, за то, что человек проболтался, за то, что человек вас предупредил. Такое тоже может быть. И вам тут сразу идет и совет. Вот если вы в своем окружении видите кого-то, кто смотрит на вас вот такими большими, несчастными, уставшими и виновными глазами, поговорите с этим человеком. Если вы сделаете шаг к этому человеку с добром, с улыбкой, с каким-то, знаете, даже как с уважением, да, этот человек не сможет сдержаться и всю правду вам расскажет и предупредит, да, либо раскроет вам большую тайну или страшный секрет. То есть доброта, она подкупает. Да? Нельзя противостоять доброте. И никакой демон не сможет противостоять доброте. Помогите этому человеку вас предупредить, либо раскрыть вам правду. Мне кажется, вы понимаете, о ком я говорю. Да? Вы, возможно, об этом недавно думали, либо с кем-то говорили, что вот какой-то знакомый странно себя ведет. Что с этим человеком, что у него происходит. Вот. Человек себя некомфортно чувствует, когда вы рядом, потому что хочется, вот душа требует, да, предупреди, расскажи правду. А внутренний демон его сдерживает и говорит, нельзя говорить, нельзя предупреждать. Понимаете, вот такая еще история. Дальше. Скажем так, тут похоже на отношения, но отношения какие-то прям максимально странные, болезненные. Да? Люди могут сходиться, расходиться. Люди вместе не могут быть. Да? Там ссорятся, ругаются друг друга, там просто вот на кусочки рвут. Но и когда расходятся, жизнь просто превращается в какой-то безлюдный айсберг. Да? Ничего не радует, ничего не надо. С другими людьми вы не можете общаться. Эти другие люди вам противны, раздражают, неинтересны. Хочется вот того, с кем вы разошлись. Но когда вы опять сходитесь, опять между вами какая-то свара происходит. Я скажу так, что вы друг другу родственные души. Но из прошлого воплощения между вами какой-то нерешенный вопрос есть. А нерешенный вопрос заключается именно в том, кто из вас старше, кто из вас главнее, кто кому подчиняться должен. И поэтому, да, вас постоянно тянет друг к другу, но когда вы вместе, у вас вот эти ссоры происходят. Кто-то из вас должен уступить. Сейчас вы мне напишете, что как так, ничего уступать я никому не хочу, там человек такой плохой, он такой сякой, либо она такая плохая. Это ваше субъективное мнение. Я вижу знаки, и в этих знаках показано, что один из вас должен уступить. Вообще у вас какая-то должна быть поочередность, да? В разных воплощениях вы по-разному, скажем, воплощаетесь. Да? В одних воплощениях вы, например, мужчина, а ваш партнер женщина.
В этом воплощении вы женщина, он мужчина. Но у вас какой-то произошел диссонанс, понимаете? Где-то вы что-то там не поделили. И из-за этого у вас так все произошло. И еще я такую вещь вижу, что один из вас обладает тем, чем не обладает другой. И то же самое в обратную сторону. То есть, ну, грубо говоря, да, возьмем вашу пару. В паре один из вас очень умный, а другой очень деятельный. Да? Вот, быть умным и деятельным не равно. То есть человек может быть мега умный, но он ничего не может делать. У него гениальные идеи, но он их не может реализовывать. Понимаете, о чем речь? Либо у кого-то еще может отыграться, что один очень талантливый, а другой очень работоспособный. Тоже разные вещи. Можно быть талантливым, но свой талант и куда в землю зарываешь, да, потому что ты не можешь его раскрыть, не можешь его реализовать, ты не знаешь, как это делать, ты там себя стесняешься, например. Да? Вот вы друг друга на самом деле дополняете. Почему вы не можете быть с другими? Потому что ваш, как этот пазл, да, ваша половинка, это вот он либо она, да, с кем вы постоянно ругаетесь. Кто-то должен уступить, кто-то должен быть более взрослым, более мудрым и уступить. И согласиться со своим партнером, согласиться. И я не вижу ничего плохого, я не вижу, что все, там, жизнь закончится, что вы будете под ногой у вашего партнера. Нет, этого не будет. Наоборот, ваш партнер, увидя, что вы соглашаетесь, тоже будет начинать уступать вам место. Или начнет очень ценить вас за то, что вы уступили. Понимаете, найдите общий язык, иначе вы так будете гулять через воплощение, да, и, любя друг друга, не сможете реализовать свою любовь. Сходясь, будете всегда расходиться. Будете в разных ролях, но постоянно будете расходиться. Кто-то должен уступить, кто-то должен быть взрослее и умнее на самом-то деле. Потому что уступать могут только лишь самые сильные люди, самые взрослые люди, да, осознанные. Подумайте над этим. Я вижу, что у вас до следующего соприкосновения еще есть время на подумать. То есть воссоединение, да, следующее воссоединение, оно точно будет, я его вижу. Есть время подумать. И если вы сделаете этот шаг, проявите себя как взрослый умный человек, то точно не пожалеете. И ваш партнер это все оценит и будет вам бесконечно благодарен. Скомпенсирует по-любому, я вам говорю. Если вы думаете, что есть какая-то порча на отношения, если что-то там не так, да, это все неправда. Никакой порчи нет. Ваш союз, он Богом венчанный. Вы в этом союзе не одно воплощение уже прожили. Но всегда у вас была вот эта вот фиаско, потому что вы никак не могли договориться, кто из вас старший, кто из вас главный, а кто кому подчиняется. Быть в подчинении — это не значит быть там рабом, либо на цепи сидеть. Нет, это немножко по-другому. И вы ничего не потеряете, вы только лишь обретете. Я серьезно вам говорю. И отношения будут очень хорошие. Всем на зависть, да. И вам на счастье. Дальше. Вот женщину показывают, которая мужчину откуда-то издалека выглядывает. Они знают, что ее счастье у нее за спиной стоит. Возможно, вы решили дождаться какого-то мужчину, который где-то далеко находится, там уехал, не знаю, где-то далеко работает. Может, вообще какой-то иностранец, вы с ним общаетесь по переписке. Но ваше счастье у вас за спиной стоит. Вы того, с кем вы счастье обретете, вы его знаете хорошо, наверное. Ну, либо, по крайней мере, он долго перед вашими глазами находился. То есть, в принципе, как хороший знакомый. А может, это и есть ваш хороший знакомый. И этот человек, он всегда был рядом, либо продолжительное время был рядом, но вы не видели в этом человеке своего счастья, а человек всегда видел свое счастье о вас. И еще я вижу, что этот человек, вот как-то май, середина мая, то ли проговорится, признается, да, в своих чувствах, но то ли очень активно начнет за вами ухаживать. Девочки, ваше счастье у вас рядом, под боком, можно так сказать, да, за спиной. Но никак не за 1000 километров. Никак не там. Да, вы можете выйти замуж за иностранца, либо уехать там в другой город, в другую страну. Но будете ли вы счастливы? Будет ли вам там хорошо? Не пожалеете ли вы? Да, вот, как говорят, хорошо там, где нас нет. Вот, поэтому... Подумайте. Тем более я вижу, что у вас что-то держит там, где вы живете. Хоть, может, вы и не любите
что-то вас раздражает, не нравится в окружении, но там корневая система очень сильная, и к чему-то у вас есть привязанность. Поэтому, да, ваше счастье там, где вы есть. И оно под боком у вас находится. Даже если вы не понимаете, кто этот мужчина, я говорю, середина мая, ну, это не начало. Да, ближе к середине мая этот мужчина либо признается, либо очень активно начнет за вами ухаживать. Вот и все. Может, побоится, что вот сейчас приедет заморский принц и увезет вас в свою чужую страну. Да, может быть, и поэтому. А может быть, просто уже нет сил терпеть и скрывать свои чувства. Так, еще у кого-то вопрос, кто украл? Ответ: незнакомые чужие люди украли. Ну, может, вы на кого-то думаете, вы кого-то подозреваете, либо, скажем так, у полиции, да, есть подозреваемые. На самом деле какие-то посторонние люди, как, знаете, эти гастролеры называют, объявились, дело сделали и ушли в туман. Вот как-то так мне идет. Стоит ли вам что-то предпринимать? Да их Бог накажет. Не на вашем деле, но на другом деле их точно поймают, и судьба незавидная. Там на этих людях очень много грехов, очень много этих ярлыков. Там не только, наверное, вот грабеж, не только кражи, да, там что-то есть еще более серьезное. Эти люди, у них как прямая дорога в застенке, да, и навряд ли они оттуда выйдут, либо даже если когда-то выйдут, то здоровье это им не прибавит, да, жизни как бы все в четырех стенах, да, как-то так мне идет. Ну, не хочется, да, вот такую тему поднимать, но это чужие, это не те, кого вы знаете, либо не те, на кого вы думаете. Какие-то гастролеры мне показывают. Дальше. Странный человек показан, странный человек со странным отношением. Человек максимально непонятный и максимально такой, знаете, мутный. Непонятно, что на уме, либо непонятно, чего ждать. А я так скажу, ничего плохого не ждите и ничего хорошего не ждите. И этот человек действительно сам себе на уме. Человек такой, знаете, а-ля приспособленец, этот выживающий. Тот, кто выживает, умеет приспособиться, оппортунист, вот, одним словом так. И ничего не будет, ни хорошего, ни плохого. Если человек что-то там рассказывает, обещает, гарантирует, ничего не будет. Если человек там угрожает, тоже ничего не будет. Если человек просто в стороне держится, ну так и будет в стороне держаться. Ничего. Человек вообще мне идет какой-то пустой. Всегда выгоду ищет и ищет, как бы ему приспособиться. Как только понимает, что ничего не выиграет, ничего не получит, просто уходит, исчезает и даже не прощается. Знаете, вот еще так скажу, что, возможно, вот смотрит меня мама, да, и переживает мама за своего ребенка. Может быть, какой-то парень появился у дочки, либо девушка появилась у сына. И вы думаете, что за человек, вообще непонятно. Пустой человек. Как пришел, так и уйдет. Поймет, что там брать нечего, либо поживиться нечем, либо что там, ну, скажем так, не сможет, да, втереться в доверие, что там раскусили, например, и уйдет. Побудет и уйдет. Так идет. Исчезнет, даже не попрощается. То же самое может быть с какими-то людьми, которые дают громкие обещания, а непонятно, что дальше этих обещаний ничего не будет. Так что имейте это в виду. У кого-то не получается забеременеть, либо, ну, может, это и не вы, да, может, это кто-то из ваших дорогих, близких людей. И, может, и по больницам ходите, и там всякое пробуете разное, а результата нет. Вы знаете, все проблемы, вот не зря говорят, да, что в голове находятся. Очень похоже, что один из будущих родителей имеет такую проблему. Человек боится, допустим, боится, что не сможет стать хорошим отцом либо хорошей матерью. Человек может бояться, что, скажем так, денег не хватит, да, не смогу дать хорошую жизнь своему ребенку, да, не смогу обеспечить хорошую жизнь своему ребенку.
Также люди могут бояться, например, особенно женщины, что вот я сейчас рожу, да, а что-нибудь с моим этим мужем случится, и как вот я одна буду ребенка на ноги ставить. Но вот что-то, какой-то страх, и это, как, знаете, такая тугая пробка закрывает возможность забеременеть. И тут, наверное, я бы советовала к хорошему психотерапевту сходить, для начала. Либо человеку нужно просто посидеть, как-то, да, выписать свои страхи, свои сомнения, либо наконец-таки решиться, да, довериться высшим силам, как говорится, с Божьей помощью. Когда родители будут готовы, и мама, и папа, вот не просто на словах, что да, я хочу, я готов. И смотрите, я даже лечусь, потому что я хочу, а на самом деле в голове вот этот вопрос засел, как пробка, да, и не пускает. Беременность наступит. Вот именно так показывают. Многие люди это недооценивают. Многие люди думают, значит, Бог не дает, либо значит, что-то со здоровьем не так. А на самом деле это психология, да, пробка. Это пробка, которая очень туго села, и никуда она не девается, и из-за этого такое произошло. Либо мужчина, либо женщина, будущая отец, либо будущая мать очень сильно боится, и боится каждый своего. Да, вот. Денег нет, там, не получится, не смогу, вот как-то так не идет. Так, еще. Кто-то очень хочет вернуться, куда-то вернуться. Человеку так плохо в том месте, в котором он находится, и человек такой, все, не могу. Я хочу вернуться, я хочу вернуться. Любой ценой хочу вернуться, там, не знаю, домой, на родину, вот куда-то вы хотите вернуться. Ну а тут показывают, что с таким усилием вас духи рода отмолили, для вас выпросили отъезд, да. И, если вы назад вернете, вы можете назад вернуться, но если вы вернетесь, то вы там свою судьбу встретите. Что бы это ни значило. Я не хочу плохие вещи говорить, поэтому скажу так, что бы это ни значило. Тут прям показано, что духи рода тащили вас на новое место и тащили вас дальше от вашего дома. Прям тащили правдами, неправдами, колоссальными усилиями. Прям вытащили вас, понимаете, тем самым изменив вашу судьбу. То, что вам сейчас тяжело, так потому что ваша судьба меняется. Вам было на роду одно написано, а теперь линии меняются, все меняется. А теперь жизнь по-другому сложится. Да? Понимаете? И если вы назад сейчас вернетесь, хотя вас не пускают, но если вы все равно вернетесь, то вы свою судьбу встретите. А духи вашего рода для вас этого не хотят, потому что вы ценный персонаж, да, ценное дитя своего рода. Поэтому не хотят. То, что сейчас тяжело, это временное обстоятельство, потому что судьба меняется. Просто меняется в моменте. Это не так, что там кто-то щелкнул, да, печать поставил, все, у вас новая судьба, вот тебе, пожалуйста, карта, иди. Нет, там совершенно другие процессы, и даже характер может у вас поменяться, даже внешность может у вас поменяться, понимаете, вот когда меняется судьба. И это не так-то быстро, как люди думают, что вот мне поменяли судьбу, и все, завтра уже все по-другому. Нет. Это может длиться и длиться достаточно долго. Но опять же, от человека зависит, от того, насколько он встречает новое. Если вы в ракушку закрылись, и вот вам все противно, все не нравится, все раздражает, вы закрылись. Вы не принимаете эту новую судьбу. А что, вас насильно заставлять? Нет. А уже судьба меняется, да, а что делать? И вы как сами себя на паузу ставите. На новом месте новая жизнь, я скажу вам так. И эта новая жизнь, да, она будет другой. И она будет со временем у вас все лучше и лучше. И вы это будете чувствовать, вы это будете понимать. И когда-нибудь наступит такой день, когда вы поблагодарите, вот от всего сердца поблагодарите Вселенную, Создателя, духов рода, тех людей, которых вы там встречали, кто вам помогал, за то, что вы живете в этом месте, новом месте. Вот как-то так мне идет. Вы можете сейчас не согласиться. Я понимаю ваши чувства, понимаю, что вам сейчас очень тяжело и плохо. Но поверьте, показали именно так. Если вы вернетесь, вы встретите свою судьбу. Если вы к этому готовы, вы можете вернуться. Если вам есть ради чего дальше идти по миру,
Оставайтесь там, где вы есть, несмотря на трудности. Трудности уйдут. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показывают, что вас ждет награда после очень тяжелых испытаний, либо после несправедливой какой-то ситуации, очень болезненной. Но больше, конечно, за испытания могу сказать, потому что здесь четко, конкретно знак испытаний. Испытания, которые вы практически прошли, закончили. А если вас несправедливо обидели, чего-то вас там лишили, вы тоже сюда подходите, да, и тоже награду обретаете. Не будет такого, что вот то, что было утеряно, к вам вернется. В том же самом виде, тот же самый человек, либо та же самая вещь. Нет, такого не будет. Но будет нечто новое и гораздо лучшее. Как-то так. То же самое не будет, но будет новое и гораздо лучше. И вы это, конечно же, поймете, вы это оцените. А у кого-то прям награда какая-то, вот ресурсы, материальная вообще мне идет награда, имущество, деньги, хорошая работа, которая приносит прибыль, либо бизнес, который там прям такой денежный, как это, можно доить его, да, и деньги прям будут литься ручьями. Это награда. Ничего там, никаких откупов, ничего не надо. Вы это уже заработали, вы это уже заслужили. Так что принимайте, будьте сами собой, не изменяйте себе. И знайте, что ваши испытания, они уже позади. А если мы говорим про обиду, то такого больше не повторится. Нет, такого точно не будет. С вами 100% нет. Несправедливость и обида. Кто это причинил, эти люди ответят. А вот здесь, мои хорошие, показывают, что вы стоите на возвышении и через 9 людям помогаете. А люди могут быть такими неблагодарными, что вас за вашу помощь еще и обвинят. Видите, вас какой-то человек, 2 человека, да, может их больше, пытаются с вашего возвышения как сбросить, да, отдать воронам, чтобы вороны вас склевали, либо какие-то другие хищные большие птицы. Смотрите, во-первых, вы помогаете тем, кому помогать не стоит. Да? К сожалению, на людях не написано, кому нужно помогать, кому не нужно помогать. Но я от себя могу вам так сказать, что если человеку действительно нужна помощь, человек хороший, адекватный и спокойный, не попросит. Вот будет плакать, страдать, терпеть, не попросит. А если человеку помощь не нужна, но человек халявщик, такой человек прям будет и в окна, и в двери лезть, да, и даже в эту дымопровод будет лезть. Везде залезет. Везде. Вот помоги и все. Вот прям садится на тебя, за душу хватает, помоги и все. За грудки держит, помоги и все. Таким людям, как правило, помощь не нужна. Это, знаете, наглость, это такой образ жизни, да, жить на чужом. И такие люди, в принципе, в жизни очень неплохо устраиваются. Очень похоже, что вы в своей добродетели, в своей доброте, да, помогаете людям, которым помогать не надо. И эти люди за вашу доброту начинают вас, грубо говоря, ненавидеть. Им кажется, что это подачки, что вы этими подачками типа их там унижаете, да, унижаете их достоинство. Хотя на самом деле это они у вас просят. Это не вы бегаете за ними и умоляете принять вашу помощь. Нет, это они у вас просят. И вот за вашу доброту вы зло получите. Да? Вас просто скинут с вашего пьедестала, у вас там что-то отберут, вас там обесчестят, вас там клеветой будут клеймить, вас даже могут на вас жалобы писать, да, еще что-то могут там обвинять, почем зря. Это может произойти. Есть некто, их вдвоем показывают. Один прям вообще какой-то ошалелый, другой еще так поскромнее выглядит. Кто не заслуживает вашей помощи и кто за вашу помощь может вам злом ответить. Поэтому будьте поаккуратнее. И опять же, учитесь разбираться в людях. У вас есть эти способности, есть, да, есть. Сердцем чувствуйте, открывайте свое сердце. Глаза закрывайте, а сердце открывайте. И сердце вам будет подсказывать, кто нуждается в помощи, а кто наглая попрошайка. Вот и все. Потому что за добро получите зло. Вот показан знак. Хотели помочь, пытались спасти, а оказались среди хищных птиц.
И еще, мои хорошие, цифра 9 вам как подсказка, либо это счастливая цифра, либо что-то 9 раз может произойти. Но больше мне идет как счастливая цифра, счастливое число. Именно девятка показана. Дальше, с правой стороны, говорят о том, что совсем скоро, буквально вот в ближайшие дни, либо в течение следующего месяца откроется огромный амбарный замок. И как путь откроется, либо возможность откроется. А может быть, это что-то, что не давалось, да, под замком было. Ну вот кто-то говорит, да, я много работаю, но ничего не зарабатываю, да, либо я хочу открыть свое дело. У меня есть, скажем так, идея, да, либо я талантливый человек. А кто-то говорит, а я счастья хочу, а я любить хочу, да, под замком. Почему под замком? Ну, вы все разные, да, на то есть тоже 1000 разных причин. Говорят о том, что вот в ближайшее время замок откроется. И то, чего ты хотел, то, чего ты хотела, оно станет доступным, да. Ты станешь к этому ближе. Ты можешь войти в эту новую жизнь, либо в эти возможности войти, в эту дверь желанную, да, и получить то, что ты хочешь. И у кого-то еще возможно такой момент, что вы куда-то ходили, либо что-то вы пробовали, а там было закрыто. То есть вам могли отказать, вы могли просто прийти, увидеть закрытую дверь, развернуться и уйти. То есть откроется, да, все откроется. Откроются возможности, откроется место, куда вы хотели попасть, да, дверь желанная откроется. Поэтому проверяйте, да, не забудьте вернуться через несколько дней, либо в течение следующего месяца выберите день, вернитесь. И также готовьтесь к тому, что желанное, оно приближается. Скоро путь к этому желанному точно будет для вас открыт. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.